Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Очимчире состоялось собрание общественности, посвященное обсуждению законопроекта о мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очимчирского, Ткварчалского и Галского района Абхазии. Этот закон антинародный. Руководитель общественной организации «Сильная духом Абхазии» Баграт Хутаба выступил против закона об апартаментах. Столетию со дня рождения Марины Эшбы в музее Банка Абхазии открылась фотовыставка, посвященная известному абхазскому скульптору. Вечером 19 июля в городе Очимчира должно было состояться собрание общественности Очимчирского района, посвященное обсуждению законопроекта о мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очимчирского, Ткварчалского и Галского района Абхазии, предполагающего строительство многофункциональных имущественных комплексов. Организаторами собрания выступили ряд оппозиционных движений, однако начавшийся митинг был остановлен сотрудниками силовых структур, а представители общественности силы вытеснены с площади перед Домом культуры города Очимчира, где проходило собрание. После этого организаторы приняли решение перенести собрание общественности на поляну Мыкуашта. Пока очень сложно объяснить однозначно, по каким причинам не получилось спокойно провести запланированный митинг против законопроекта об апартаментах у Дома культуры в Очимчире, но абсолютно стихийно митингующие решили перенестись на поляну Мыкуашта. Сейчас здесь выступают общественные деятели, политики. Выступили Эркан Кутарба, Октай Чкото, депутат Канкварча, лидер абхазского народного движения Адгур Ардзинба. В целом все они говорят о том, что, возможно, не случайно в этот день они оказались именно на этой поляне, и именно так закончился запланированный в Очимчире митинг. Надо отметить, что здесь практически не наблюдаются силовики, во всяком случае, в форме. Атмосфера очень спокойная, люди выступают, люди слушают, аплодируют. Каждый, в принципе, может выйти высказать свое мнение. В целом все проходит спокойно, льет дождь, но никто пока что не расходится. Очень трудно сказать, сколько здесь человек, но пробка из машин стояла прям долго, и многие пришли сюда в итоге пешком. Пробка из людей тоже была. لخناشتا حزمفا أبسوا يوسعدا واحد وصحابنفا وبريا نحس بلد هاي سحرة شا حيتات هاي زرفة شا حيتات إذا حوابتي لك يركان يبشو تفهم حي لخناشتا مو كاشتروك زمن زي عايب لروسكو خير زبوس فتيوك الكابينت كورجا فتيوك Dar interes cu zaivler interes cu irılokmar interes cu bățărășcioze и ședes gălot șai pșo atâpăce apsu avide nișarțoiv hapsătănăță abriah șăcagălu ala tauba juriș taxzami Iqoloz rebeş rayanalga zabrazik yala gălăs haku nusumi حاري زكير بالاشوت ابريا ارخب خزاره شامز سكوالاشوت فلاديسلاف دود زبراي تاد سكوالاشوت شبنا حسياحتون حشهرتسكب اخوم قاكوا حغروب ييتي تشرنغيت يجيو بشوك سراخيشتي ارشدرياشه بحرونه خيال شادزوم اشرتكره تخوب شمشان شغل شچخ إزباندا خوشقحتيت زخشاش أبراي يلا قلوا شوف يهدر وزق حرقلب أبراي حزباب يحد حقلب وبريوزا يفشدس قلوا ديتا البرلمانت ينشر القوامش خوش لدولا خطيب حسيش ماشان زق حدولسب حالا مسحق شاب أبراي تبج يجدر وزر بتيوك يزدر وجه حالا قلوا ييش زاشيشوك جات ياشوك سكورزا أبسناح رزخراب حد ياسبر أيوكر تزابسو أبتيوكر شيبتن يايت
مشهور لبرا عايزنام جزروك خب أبرا نف يامدو زبسات جلز خاكوز زيج أبرا نف يامدو شفت حزوم أي بشراشتي ودي وتقلش عشان تقلو أغاو دانوبو ويشغلن ويخسروان أخناي شغوغرج يوشغل ودوزوستا دبسو زمي وشيوك زمي سشيوك زمي إيشيزاز أجلر زيجح شايت كلادا أجلر إنترس يشحشت شاي خلوزر تشزدك شحوي زيجي توبة جوا ما براي قلو دبسو زمي وشيوك زمي سشيوك زمي إيشيزاز. Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» обращается к депутатам с требованием снять с повестки дня законопроект, несущий угрозу национальным интересам нашего государства. В обращении ФНЯ, в частности, говорится: внедрение системы апартаментов в Абхазии – это вопрос, напрямую связанный с национальной безопасностью Республики Абхазия. Он может резко ухудшить и без того сложную демографическую ситуацию, негативно отразиться на экологической обстановке, создать опасную конкуренцию для абхазских бизнесменов, работников туристической отрасли. И об этом неоднократно говорилось в выступлениях лидеров партий и общественных организаций, уважаемых граждан нашей республики. В условиях отсутствия кадастра, регулирования проблем землепользования, градостроительного кодекса, массовое строительство апартаментов в Абхазии может привести к непредсказуемым для нее последствиям. Чиновниками официально озвучивалась цифра 30 тысяч апартаментов, предполагающих фактическое переселение в Абхазию 60 тысяч иностранцев. Для небольших масштабов нашей страны такие глобальные планы могут стать для нее пагубными. Можно представить себе, какую угрозу могут представлять собой миграционные процессы. Кто может гарантировать, что в числе владельцев апартаментов не будет наших заингурских недругов, прикрывающихся российскими паспортами? Мы считаем, что компания по строительству апартаментов – это современный аналог печально памятного Абхаз-Переселен-строя, приведшего к непоправимым демографическим последствиям. Негативно оценивает деятельность апартаментов и руководство дружественной нам России. От них отказываются и другие цивилизованные страны. 19 июля в рамках пресс-конференции руководитель общественной организации «Сильная духом Абхазии», спецпредставитель президента Абхазии по взаимодействию со странами Ближнего Востока Баграт Хутаба высказал свою позицию по вопросу, касающемуся закона об апартаментах, о его вреде для страны и ее жителей. По мнению Хутаба, об альтернативных мерах для выхода из ситуации в репортаже Нестора Инебшба. И детей их детей. С этих слов началось обращение Баграта Хутаба, адресованное СМИ. Закон об апартаментах, обсуждение которого вызвали бурный резонанс в обществе Абхазии, по словам руководителя общественной организации «Сильная духом Абхазия», не в последнюю очередь губителен для населения страны, для его культуры и идентичности. Этот закон антинародный, антинациональный. Этот закон не принесет никакого блага для нашего населения. Нельзя допускать принятие этого закона. Необходимо принять закон о государственной национальной политике. Нужно провести перепись населения граждан нашей страны, родившихся здесь. Перепись населения среди абхазского населения. Необходимо начать с этих процессов. Сохранить наш этнос, сохранить наш язык. Вот ценности. Надо следовать путем закона принятого. Закон об абхазском языке. Никто не следует этому закону. Почему? Почему ряд направлений не реализовывается? Почему мы акцентируем внимание именно на апартаменты или апарт-отели? Как отразится принятие данного закона на благосостояние абхазского народа, возможности распоряжаться ресурсами, находящимися в его ведении, тема, которую также не обошли стороной. Хватит уже в конце концов. Не хочу, чтобы кто-то думал, что один умнее, чем другой. Это наша земля, это наша республика. Как ее развивать, слава Богу. И народ не глупый знает это, и руководство должны это понимать, что все недры, все земли, все, что есть на территории нашей страны, это принадлежит нашему народу. Кто бы что ни говорил. Прошу всех, начиная от руководства, остановиться. В рамках пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, спецпредставитель президента Абхазии по взаимодействию со странами Ближнего Востока Баграт Хутаба
Также поднял тему внешней политики. Вопрос возвращения репатриантов, коррупции в сфере выдачи гражданства иностранным гражданам, дипломатической миссии Абхазии в других странах. Я лично говорил с президентом Республики Абхазия, с Асланом Георгиевичем. Сказал ему: Аслан Георгиевич, надо обратить внимание на посольство Абхазии в Сирии. Потому что когда я был 3 года там работал, я знал, что я делаю. Сегодня я не знаю, что там делается. Вот поверьте, я не знаю. Никто со стороны российских коллег не против отдельной нашей работы по развитию внешнеполитических связей с точки зрения признания государственного суверенитета. Вся проблема находится у нас внутри нашей страны. Отдельных взятых чиновников, те, которые в принципе не проводят соответствующую работу в интересах страны и государства. Один момент, вот обратите внимание, мы для себя видим, знаем 6-7 стран, которые признали государственный суверенитет Абхазии. Покажите мне одну дипломатическую миссию, которая находится на территории Республики Абхазия. Потому что вопрос, касающийся паритета взаимности, не работает. Для того, чтобы он работал, надо общаться, встречаться, зачастую выезжать, наши традиции, нашу культуру представлять в других странах. В ближайшее время, вероятно, пройдет расширенная пресс-конференция, где всем поднятым вопросам будет уделено больше времени, а мы по-прежнему будем следить за событиями. Нестор Иновшба, Торник Амичба, Абаза ТВ. Внешняя политика. Чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладари посетил праздничный концерт, посвященный 45-й сандинистской революции и 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В концерте, который прошел в Национальном оперном театре имени Рубена Дарио, участвовали ведущие солисты Большого театра Беларуси и солисты Никарагуанского национального театра имени Рубена Дарио. Информация правоохранителей. Сотрудники УКОН МВД выявили и ликвидировали очередной наркоканал. Подозреваемые в распространении наркотических средств на территории Абхазии привлечены к уголовной ответственности. Смотрите материал пресс-службы МВД Абхазии. Сотрудники УКОН МВД в результате проводимых оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий выявили очередной наркоканал. Подозреваемые в распространении наркотических средств на территории Абхазии на момент задержания следовали на автомобиле Nissan, принадлежащем Бобу Сюзанне Валиковне, 1975 года рождения, под управлением последней. В ходе обследования автотранспортного средства под ковриком на месте водителя сотрудниками милиции изъят отрезок полиэтилена с синими заизолированными свертками, внутри которых содержалось белое вещество. Специалистами экспертно-криминалистического центра МВД установлено, что содержащееся в 12 свертках исследуемое вещество является наркотическим средством метадон массой порядка 5,5 граммов. Пассажиром в автомобиле гражданки Бобу следовал Папаскири Даур Алексеевич, 1981 года рождения, проживающий в городе Сухум. Вам задается вопрос, Папаскир Даур, имеете что-либо запрещенное в гражданском обороте, оружие, наркотики, боеприпасы? Если что-либо имеете, готовы ли вы выдать их добровольно? Отвечайте внятно. Готовы? Скажите, пожалуйста, из всего перечисленного, что у вас находится запрещенное? Запрещенные вещества. Именно что? Метадон. Метадон? При этом задержанный указал, где он хранит при себе запрещенное наркотическое средство. Так, граждане понятые, в переднем левом кармане обнаружено заизолированные свертки синего цвета. В изъятых 8 свертках содержалось порошкообразное вещество метадон. Как пояснил гражданин Папаскири, данные свертки он хранил с целью последующего распространения путем так называемых закладок. В ходе личного досмотра у задержанного также изъяты банковские карты, личные документы, в том числе ряд экземпляров недействительных водительских удостоверений и мобильные телефоны. Исследование содержания гаджетов, принадлежащих гражданину Папаскири, подтвердило оперативные данные УКОН о принадлежности задержанного к организатору в его же лице оператору наркоканала по сбыту метадона на территории Абхазии. Это ваши оба телефона, правильно? Фотографии, которые, получается, у нас сделаны сегодня. Каждая фотография из них у нас с геолокацией и так далее, как ранее пояснял гражданин, что с помощью
каких-то знаков или геолокаций точных данных он распространяет. Поясните, пожалуйста, вы это фотографировали все? Да. Вот еще у нас просматривается фотографии чеков, кто... Рассылки с фото и локацией мест тайных закладок с уже оплаченным наркотиком Папаскири осуществлял посредством мессенджера Telegram. Так, аккаунт у нас открывается. Граждане понятые, хочу вам пояснить, что данный аккаунт в простонародье называется «Смайлик». То есть это телеграм-канал, который занимается распространением наркотических средств. И мы видим, что в данном телефоне Таким образом, в результате разработанных и реализованных оперативных мероприятий сотрудниками УКОН МВД закрыт очередной канал преступного распространения наркотического средства в Абхазии, ранее действующий под ником Иван, Сергей, Полет и Озон. При личном досмотре у гражданки Бобо были изъяты документы и банковские карты на ее имя, а также сотовый телефон с содержанием фотографий объектов в лесополосе на тот момент неустановленной местности. Уважаемые понятые, обратите внимание, по данной ссылке переходим, видим снимок. На рассматриваемом снимке понятым были представлены данные с указанием геолокации зафиксированной местности. Как пояснила задержанная, ссылку на указанный объект ей переслал Папаскири Даур. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении гражданина Папаскири сотрудники УКОН при участии непосредственного задержанного и лиц, приглашенных в качестве понятых, проследовали в Ачимчирский район. Покажите, пожалуйста. Где это находится? При обследовании участков местности, на которую указал подозреваемый, как на места ранее произведенных им тайных закладок в селе Хуада Ачимчирского района в лесополосе обнаружено изъято 16 свертков с наркотическим средством. В общей сложности, по заключению экспертов, масса изъятого вещества метадон при личном досмотре гражданина Папаскири и из мест реализации, а также из автомобиля гражданки Бобо составила порядка 23 граммов, что является особо крупным размером. В отношении вышеназванных лиц в соответствии с пунктом В, частью 3 статьей 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия возбуждено уголовное дело, расследование которого проводит Следственный отдел УВД по городу Сухум. Подозреваемый содержится под стражей. Сотрудники территориальных подразделений МВД систематически проводят оперативно-профилактические мероприятия по выявлению фактов незаконной деятельности по добыче криптовалют. На текущей неделе майнинг-фермы обнаружены в Ачимчирском районе, а также в поселке Бзыбь Гагарского района. В ходе оперативно-профилактических мероприятий по выявлению и пресечению незаконной деятельности по добыче криптовалюты в подсобном помещении домовладения Бекира Глырустама Джемаловича в селе Акуаске с сотрудниками Ачимчирского РОВД совместно со службой государственной безопасности Госстандарта и РЭС обнаружена майнинг-ферма на 17 действующих аппаратов. Оборудование изъято, помещено на склад Госстандарта Абхазии. В поселке Бзы при осмотре подсобного помещения частного домовладения сотрудниками УВД по Гагарскому району совместно с районным отделом госбезопасности обнаружено и изъято 3 аппарата по добыче криптовалют, принадлежащие Мамацевой Линде Павловне. Оборудование помещено на склад службы государственной безопасности. В отношении нарушителей собран административный материал. Особое внимание к водителям в алкогольном и наркотическом опьянении. Управление ГАИ МВД Абхазии продолжает рейдовые мероприятия. По поручению министра внутренних дел генерал-майора милиции Роберта Кют 18 и 19 июля проходили рейдовые профилактические мероприятия, направленные на выявление правонарушителей. Личному составу поручено акцентировать внимание на нетрезвых водителях. Управлению автомобилем в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения руководство министерства поручено уделять повышенное внимание. С сотрудниками спецроты и совместно с управлением ГАИ в ночное время, а именно с 23:00 до 03:00 в Гагарском районе и города Гагры, также и города Пицунды проводились рейдовые мероприятия на выявление водителей в алкогольном и наркотическом опьянении. Ставим именно на эти грубейшие нарушения, так как водители таких автомашин в наибольшей степени угрожают безопасность на наших дорогах, как для окружающих, так и для себя.
За это ночное время было выявлено 40 административных правонарушений, из них 4 водителя были в нетрезвом состоянии. Все транспортные средства были поставлены на штрафплощадку. Хочу подчеркнуть, что данная мера, а именно изъятие автомашин у таких водителей, даст нам положительный эффект. Профилактическое мероприятие сотрудники проводили до 3 часов утра 19 июля. Итогом деятельности правоохранителей стали 4 десятка протоколов за нарушение правил дорожного движения. 4 водителей лишены прав на полгода за управление транспортом в нетрезвом состоянии. Их автомобили отправлены на штрафстоянку. Рейдовые мероприятия будут продолжены до минимизации нарушений ПДД. Основной целью мероприятия является спасение жизни граждан и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Главная причина природных пожаров в Абхазии – человеческий фактор, сказал глава МЧС Лев Квициня в эфире радио «Спутник». Летом риски возникновения пожаров увеличиваются из-за жары. К тому же при такой погоде пламя быстрее распространяется. Квициня призвал туристов и местных жителей, отдыхающих на природе, соблюдать меры безопасности. Создание Большой Кавказской тропы от Каспийского до Черного моря обсудили участники Кавказского инвестфорума в Грозном. В проекте могла бы участвовать и Абхазия. Для возрождения и развития туризма в горных районах, считает директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта Красная Поляна Лев Шагаров. По мнению специалистов, перспективным мог бы стать маршрут из Карачаева-Черкесии в Абхазию из Красной Поляны на территорию Рыцинского нацпарка. Проблемам сохранения абхазского языка и Апсура был посвящен круглый стол в Абиге имени Гулия. Недостаточно просто обсудить эти вопросы, отмечали в выступлениях общественные деятели, языковеды, старейшины Абхазии. Необходимо выработать конкретные способы и пути решения накопившихся проблем. Без политической воли не будет успеха в этом деле, подчеркивали выступавшие. Университеты, институты, яхнату, задыракара, хапсу, أخي يخبيهم تزحوا أبس زحوا خجم الشبزيح يوهر بزيرو بعد تبن مش شبزيح ويهر أبصرقنا ونيزر سبي يالسي سبصروا بند زحوا يتبوبها أتاكو يتود ويالسر نشوف زعيم غاز أتبن أبري أشكولقنا زي ورد قلنا بسرخيو قوم بزرخيو قوم يشفاق ويشفيل قادو ماج حشنشنيوا وسحو حلقة شكول программе ну абсу без чего даю пацарат сгёб и харп сычып и хармачып схазых и ткалан сахоп швасалагет ханиве бабшниве шксарапха и тыцваз абсу без фи абсу сахркер литература ениз авимтаба усқан бямта ениз сахар пакамоп и хдермач позукопаха усқан яша хаб السويت حنكاري نرقة زمز دورس قن بيتاجن أكرتو قن بيتاجن مشيلة يالر زوزيم تفقنخا وفي خي حجيمة شيء حبسوا شقويترا يه حجيمة شيء تجلز عشا بملي فلاديسلاف أرزنبا يالي مرشي شاي بسيف الاحتراج بها يخابز علاقية أبسنا حنكارة كنستوتسي قن يمربي أبسوا حنكارة يخاقول أبسوا بالفيزم دروازر حنكارة دخام قلايتها وسنابخا أرزيوجي أرزيوجي تراويوجي أنخاويوجي حازن بكزيجي أتعشرزمو زابسو بزفي بخارز دخو أول حكو. Видеоверсию круглого стола, посвященного проблемам сохранения абхазского языка и Апсора, состоявшегося в Абиге имени Гулия, смотрите после выпуска новостей. В Музее Банка Абхазии открылась фотовыставка, посвященная столетию со дня рождения известного абхазского скульптора Марины Эшба. В композицию вошли 16 работ, среди которых портреты современников, сделанные в разные годы, а также ее работы в качестве скульптора, настольные медали. Выставка доступна для посетителей до 26 июля. Организатор выставки «Союз художников Абхазии». Подробности у Надежды Боровиковой.
Марина Эшба – художница, скульптор, первый председатель Союза художников Абхазии. Дочь первого абхазского дипломата Ефрема Эшба, она родилась в Лондоне, окончила Московский институт декоративно-прикладного искусства. 8 лет работала скульптором в Московском союзе советских художников, а затем возглавила Союз художников Абхазии. Когда я сюда, в Сухум, приехал после окончания учебы, Марина была председателем Союза художников. Мне кажется, сейчас не в обиду никому, Марина была самой из всех неизвестных председателей, самая такая, которая вникала в каждого человека. Вот я совсем молодой, только пришел, и она вникала, вот, а это что, а это почему, где живешь, а где у тебя мастерская, у тебя это. И первая работа, которая галерея была куплена ее протеже. Вот потом она ко мне пришла, я вообще не ожидал. Мы купили твою работу. Ты знаешь, ты молодец. То есть столько она теплого, хорошего мне сказала. То есть для меня Марина всегда осталась вот такой. И она такой и была. На выставке в честь столетия со дня рождения Марины Эшба представлены всего несколько скульптур, потому что очень мало ее работ сохранились. Большинство экспонатов – это фотографии скульптурных портретов современников художницы Гули Кичба, Татьяны Гулия, Фазилия Искандера, Джумы Ахуба и многих других. Это трагедия, что не сохранились, и она как портретист вообще уникальная. Несмотря на ее произведения монументальные, известные, слава Богу, что они стоят на пленэре, но помимо всего того, она великолепнейший портретист, психолог, импрессионист, можно сказать. Она, значит, ученица Белашова, ученица Анна Голубкина, ученица Родена. Это французская школа с уклоном, значит, реализма, неореализма. Еще одна грань творчества Марины Эшба – памятники, мемориалы и монументы. В 1984 году она получила государственную премию имени Дмитрия Гулия за мемориальный комплекс в селе Лыхне – памяти павшим героям в Великой Отечественной войне. Мы ее знаем как автора памятников Ефрема Эшба в Гудауте, мемориал в Лыхнах. Но я хочу обратить ваше внимание, здесь представлены ее работы. Вот Адица на открытии сказала как раз о том, что коллекция медалей, над которыми она работала в разные годы, они немножко оказались вне зоны нашего внимания, потому что выпущены они были в 50-е, 70-е, 60-е годы. Отмечены призами были эти работы, ее в качестве модельера. И сегодня они хранятся в разных частных коллекциях, в нумизматической коллекции Эрмитажа и в других музеях. Марина Эшба – автор целой серии настольных медалей советского периода. Среди них 40 лет советским вооруженным силам, Москва строится, первый международный конкурс вин, 40 лет со дня гибели бакинских комиссаров и многие другие. Когда я сюда зашел, мне сказали, что вот этот ряд, который вот здесь стоит, монетарное искусство, что это ее работы. И мне было безумно приятно видеть, насколько она была большим рисовальщиком. Рисовальщик – это раз, и как она, вот смотрите, в данном случае эти фигуры, эту плоскость, как она фигуры компонует. Я всегда люблю, когда вижу вещь, когда сделана, доведена, вот именно рельеф, мастерство, когда видно. И это видно, насколько она легко апеллирует массами и линиями. Музей Национального банка Абхазии проводит работу по поиску медалей авторства Марины Эшба на всевозможных аукционах и собирается приобрести несколько экземпляров в свою коллекцию. Надежда Боровикова, Сосрыква Гуха, Алан Квиквискири, Абаза ТВ.
Хиблагерзмава и джаз-бенд Сергея Макеева выступили под открытым небом в Сириусе. Музыканты исполнили отрывки из оперы «Севильский цирюльник» и оперетты «Джудитта» в рамках большого летнего музыкального фестиваля «Сириус». А завтра, 20 июля, в Пицунском храме пройдет второй концерт фестиваля «Хиблагерзмава приглашает». На сцену выйдут солистки оперного класса Хиблагерзмава в Московской консерватории. О спорте. В Госкомитете по делам молодежи и спорта прошла встреча со спортсменами, которые примут участие в 9-х играх народа Абаза, сообщает пресс-служба ведомства. Всего на игры отправятся 37 спортсменов из Абхазии. Председатель Госкомитета Таращ Хагба и сотрудники ВАК Валерий Брезения и Смоквицини обратились к делегации с напутственными словами, пожелали спортсменам удачи, достойных выступлений и побед. В завершении выпуска прогноз погоды. В выходные дни 20 и 21 июля в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу ночью и в полдень местами возможен дождь, гроза. В воскресенье в полдень дождь, гроза, высокий уровень ультрафиолетового излучения. Атмосферное давление пониженное, нестабильное. Температура воздуха ночью 20-25, днем 29-34. Температура морской воды плюс 28. Волнение морской воды слабое, умеренное. Относительная влажность воздуха 60-80%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.